Здрасте, калачбойчики. Шалом всем. Привет. Слейв, короче, здесь. Давайте мы проверим, работает все, сука, или нет. Все работает. Значит так, я здесь, а всем шалом, Зев, здорово. Мою вчера ракостатку не чекнул. Ух, блять. А ты скидывал на ракостатку? Сейчас, минутку. Угу. Угу. А ты, может быть, за баллы скидывал? Блять. Напиши никнейм, сейчас чекну. Так. Напиши никнейм, я чекну сейчас. Так, короче, всем шалом. У Гачеслава, так давайте мы вот это сделаем. Блять. Сука. Опять сонный черт, нихуя найти не может. Вот я. Поправим это хуетом. Значит так, у нас танковая нищета. 32 роз. Вот, и в рамках танковой нищеты, пацаны. Было правильно. В рамках танковой нищеты нам надо фармить шекели, ну и поедем на нормальном танке, в котором можно без доп. Пайков делать грязь. Так. Ох ты, нихуянько на чем-то. Молодец. На чем играл? Ох, блять, ох. Так. Борис, здорово. Ну, короче, хер игра на всяком дерьме боев. Да, соответственно, ты понял. Ну, норм. Бля. Ну, короче, 279, да, порочь там надо. Судя по выживаемости, я думаю, понятно, что тут будем видеть. Это в 3000, наверное, играем, да? Гей-пати. Гей-пати. А что-нибудь новенькое было? В первую очередь карту чекай, вовремя уезжай. Тебе зачастую западло уехать. Вот, надо этот момент перебороть. Надо просто привыкнуть к тому, что, блядь, с неудачного фланга надо уезжать. Слишком агрессивно играешь. Короче, слишком агрессивно играешь. Попробуй играть более сыкливо. Реально сыкливо больше. Переосторожничай как можно больше. Вот, и результат будет. Ну, на СТшках, я так понимаю... Ну ладно, это не СТшка, по сути. Короче, на СТшках не катай, но это всякой хуйти не катай, на Е-писюнах тоже не катай. Там нормальные танки есть. А 279 более-менее идет, катай на нем. Единственное, что тебе надо с выживаемостью что-то делать. Следи за картой и... Блять, как сказать... Ну, короче, аккуратнее играть. Вот, на 11 левела вообще не вкатывай. Увидишь деда 7-го одинокого, даже пускай 2 десятки стоят, вылезай еды, а так не. И приучайся карту чекать. Это 30% выживаемость, да, в среднем на технике и ниже. Это означает, что ты не дочитываешь карты, зачастую просто тебя пиздит. Потому что ты не предугадал ситуацию. Но в целом молодец, ты что в первой линии играешь все как надо. Просто перебираешь с агрессивностью и тебя пиздит. Вот как бы и все. Вот, соответственно, такая же ошибка на каждом танке. В первую очередь бери технику, которая прощает ошибки. Да, ну вот, допустим, СТ-2. А во-вторых, вот старайся аккуратно играть. Будет выживаемость там 40-45%. Будешь играть в 3500. Стример чутка охуел просто. Ну да, получается. Андрюха Романов, здорово. Погнали, короче, бойчики. А, кстати, накинули Серебрару сегодня в пятницу, пацаны. Пиво присмотрелись или нет? Грязный С. Там донатилка какую-то хуйню несет.
Даже тестовое оповещение не работает. Даже донат-полоска у них не работает. Хотя гей-веб-сайт работает. Вот, поэтому если кто-то затеет закинуть бабло, значит, что оно будет идти хоть сколько. А либо на донат-пэй. Дуэль. Дядя, какой ямы, здорово. Та музыка громко, слушайте, я вроде не проспал, а такое ощущение, что ни хера не проснулся вообще. Не переживай, донатить не будем. Ну и все тогда. Игорь, здорово. Сегодня что-то странное у них. Обычно, если не работает, то у них и сайт не запускается. Так сайт через раз запускается, а даже тестовое оповещение не запускается. Кто такой гачи прицел там стоит? ЭС, моя грязная ЭС. Я, может, сильно борзо еду? Как вы думаете, бойчики, я сильно борзо еду или не сильно? Симен. Вот так вот. Ой, артуханчика с подпальчиком встретили. Скот. Этот ёбаный скот. Классный, да, классный. Что, сюда поднимется, будет делов. Ой, блядь. Тут уже Wargaming. Это уже Wargaming. ЭС. Моя грязная ЭС. Охуеть. Это нормально или нет? Я что-то не совсем понимаю. Бля, дружок, иди нахуй отсюда. Бля, так и знал, что туда улетит. Прыски, здорово. Здорово, мистер. Простой, здорово. Доброе утро, гимнаст. Здорово. Не успел глаза закрыть. Так, уже уведомление о стриме. Сколько? У меня 8 утра. У меня 8. Ну стреляй, Енка. Бля, какой ты ёбаный осел. О. Бля, видите, как нам продавили базу? Может быть, Зигр еще приедет старенький. Хорошо. Я, кстати, думал на Яге еще запустить стрим. Но потом решил, что не, это уебище, нахрен такое надо. 490 альфы, зачем страдать на сундуке на этом, если можно сесть на Скорпиона? Да. И вырвать все тоже из колоды пацанам. Фак меня, это херня. Прикольно. Я думаю, он поедет, его займет делом. Слушайте, меня отсюда чекнули. Пизда, как можно было не пробить?
Там 200 миллиметров, я его не пробил, пацаны. Там ебаных 200 миллиметров. Ну. Прикольно. Блять, ну жалко и жаль. Да. Бля, в танках уже ничего особо не радует, но вот когда с вводом бой из 5 десяток вытаскиваешь, 15-10 кайф. Такое, что аж трясется дико жарко в НСС. У тебя аж третий отметки есть. Ну только на Грейхаунде то же самое. Нет варианта на нем стрим бахнуть, так как на нем сложно сделать рейдинг. Ну, короче, мы брали отметки, там есть целая серия стримов, можно их откопать. Пушку. Может, да, заделано. Кью. О, Кью. Еще и Дед 2 приехал. Дед 2. Подкоковая тряска, пацаны. Подкоковая тряска. Ну ладно, трохи не срослось. Что ли делать? Вампир. Love my ass. That turns me on. Okay. My God. Лип спасибо за подписку на трола. Play with dick только остается, пацаны, потому что вот. That cock. Hey, no. Опачки, значит, что мы наебнем сейчас таблет. Не, но еще есть радость жизни, это когда ты невинно отцасываешь, это да. Gay sex. Невинненький отсос, как это могло случиться. My ass. Вампир. С оптикой не максимальный обзор, пацаны. Такие вот дела. Вампир. Сосет как лев. Злобно. Злобно так сосет. Без радости. Не причмокиваю. Взгляд тигра. Я понял, бля. Якить. Вампир. Что-то мы начинали сказать, что там в оригинале теперь уже докатились до сектора ГСа. Бля, пиздец, конечно, интересно. Ну, потому что, ну, что, его вообще некому законтрить. Я к Тигре Про там есть. Нет. Я вот думал сегодня запустить. Потом решил то, что, блядь, ну это такой же уебище без брони, как Скорпион. Ну, по сути, так и есть. Только медленный, не крутится, нахера он нужен. А вот поэтому на Скорпионе запустил. Сашка, ты в курсе, что началось гачевидение? Давай радио включим, послушаем, что там за треки. Иваныч, ты Гачевидение. серьезно? Гачевидение? О, это же легендарная волна. Врубай! Олег Газманов и Саул. Прикольно. Да, ты не обращал внимания на танк И4Б, который 9 уровня. Но мы разбирали на стриме, решили, что он нахуй не нужен нам. Сашка, ты слышал? Это же трагедия. Поэтому не поднялась рука, это же драма. Иваныч, это не драма, это урок жизни. Как сам Дик чужака, вот это драма. Слышь, Сашка, Да. а ты знаешь, что Олег Газманов гений? Он опередил время на десятилетие. Ну, Иваныч, это загнул. Причем Ой, тут well, газик? да. А при том, что он еще в 90-е песни писал, которые идеально ложатся на гачи ремикса. Вот это предвидение. Ну, допустим. И Прикольно. продолжает наш эфир. Дара. Дарадура. Дорадора. Разбирали, короче, 9 это и ничего там хорошего не нашли. Он еще в морду горит чаще, чем остальные 54-ки. Ой, бля, пиздец. Вспомнил юность
юность. Супер Стик Фингер Swallow Кум, это ж про наши первые попытки чинить Да не, як Тигр норм, танк. Более играбелен. М9 не зашел сильно. Про наш последний рейс. Следующая композиция. Шушон Пелиган. Песня про ЗОЖ. Сектор ФГС. Скоро абсолютно социальная машина по сравнению с божественной Су-30. А мне кажется, Вот это одинаково. ритм. Сашка, ты представляешь, как они это в зале танцуют? Танцует? Да это же какое-то боевое искусство, Иваныч. Смотри, фистинг, потом на турничок. Ты что, совсем? Сначала на турничок. Как ты фистингом заниматься будешь, если сил не останется? Нет, ну Да. ты глянь, фистинг разогревает, а турничок это уже кульминация. Все логично. Ага, логично, пока у тебя руки Бля, отваливаются. прикольно, Нет, прикольно. сначала турничок, потом фистинг и точка. Ладно, забей, спор ни о чем. Следующая композиция. Кабачок. Вирус. Еще Ну их где же ваши кабачок, вирусы? братан. Fingers. Fingers. Stick your fingers. Fisting ass. Fingers. Я тебе немножечко расслабил жопу и поймал эту шишку от этого дебила. Fisting ass. А вот эта песня, ну где же ваши фингерс? Это просто Слепую бомба. вынул, да, если Ты что. только представь у дальнобойщиков пальцы, как сосиски. И- Кто туда полезет? Ну точно. Толстые мясистые пальцы — это тебе не шутки. Такому любителю экспериментов В этом точно не видео ряд. поздоровится. Вот именно. Ха-ха-ха. Сашка, это уже призыв к действию. Stick your fingers, это же как команда. Иваныч, это не команда, это приглашение в новый мир. Сука. Фистинг ас это же искусство. Дальнобойщик. Следующая композиция. Любэ, прорвемся. Stick fingers. Back hugs. Желали фингеры подкаст, пацаны, что делать? Вот это уже ближе к реальности. Стикфингер и Фред Кокс — это же как инструкция к применению. Иваныч, это серьезно? Ебать, Это же уже поэзия. Фистинг пеной из зашелся 300 баксов, коллеги, это же думаю, крик что я Ивана. поколения. Следующая композиция. Серебро, мало тебя. Иваныч. Где же ваша свинги? Где же ваша одежда? Животрепещущий вопрос. 300 bucks. Сашка, ты обратил внимание, сколько раз они мало повторяют? Это же мощный рефрен. Иваныч, это не рефрен, это крик души. 300 баксов, это ж сколько нужно, чтобы насытиться? И Игнат, сейчас здорово. для вас прозвучит Блять, я сидел, чесался как пес, проебал урон. мечты. Ебать, он курсирует там. Рыбдот Кевин, блядь. That's amazing. Мы два fucking slaves. We wait. Да чего ж глубокая строчка, прямо за душу берет. Следующая композиция. Киркоров, Пистовская. И ты скажешь. Шалом, братишка, Сань, здорово. Ну, поехали, подъедем. А? А. Невозможно проиграть, там какую-то хуйню опять заказал. Ух, я аж вспотел. Ну и песенка. О, это же классика. Лучше оригинала. Классика. Давай еще. О, это же про наши ночные перекуры. Завершаем наш эфир песней «Высокосный год». Ебать, ему в щеку там улетело, и проникновение произошло еще. Это же наша песня. Какая же она душевная, прямо сердце греет. Вот эта песня, прям наша родная. Слушай, а помнишь, как она в сериале играла, когда мы с тобой в первый раз на трассу выехали? Конечно помню, Иваныч. Тогда мы с тобой еще не знали, что нас ждет впереди. И вот она, наша песня. Снова с нами. Да, не знаю, что. Как будто Ну, время потом врубим, остановилось. врубим. Так и есть, Иваныч. Тихий огонек. Это наша мелодия. Ну что, Саша, поехали дальше? Наша песня, наша дорога. Поехали, Иваныч. С тихим огоньком Норвинск. везде будет светлее. Boy next door. Оу. Кировец фулл хп, что даже не чекает там от бортика, хотя бы чекал бы. Не спешим. Человеку нужна победа. Так, хорошо. О. Ну и что там? Че это, блядь, не врубается? О. Трек-то, ну вот, врубил, не сын.
Терпим, ботчики. Терпим, бля. Бля, ну вот это, конечно, смешно. Ну, я не понимаю, как можно так стоять, блядь, стань от борта, чекай прокат. Bad cock. Ass. Semen. Имеет пацаны. Suck some dick. Там донат на алерт, пацаны, что не работает. Если что, есть донат pay. У него есть что-то помимо валим на гей-пати. Ну вот это вот дерьмо есть. Bad cocks. Черный тут как. Finger. Fucking coming. My long dick. Do anal. Bad cocks. Bad cocks. Bad cocks. Блять, пиздец. Но стоит ли говорить о том, что сосредоточенность нулевая у меня? Дикие, как? Да, Кировец, конечно, такой шметок пизды, если бы знали. Ну просто, блядь, он вот сторожит, блядь, дворик. Он нихуя не чекает, просто вот 15 на 15 метров сидит, сектор сторожит. Suck dick. Stick finger. Fucking deep. Semen. Boy. Full master. Full master. Был мастер мчится домой. Ничего, еще в кате Full master. не стреляют нихуя. Semen. Suck some dick. Bad cock. Блять, он не может его пробить. Пизда, Кировец, я понял. Ладно, спасибо, что он хотя бы не слился до сих пор. Bad cock. Ass. Я с тем ебланом никуда не поеду. Тем более, что он шотный. Да уж, ну и чё, блядь, остается? Может быть, поехали вообще нахер отсюда. У него сильно до хера хп. Кировец долбоёб. Надо ехать нахер отсюда. Есть вот как, братан, братишки. А, кстати, да. Трек шедевраны. Не то, что Ариго. Я не представляю, какой долбоёб вообще может слушать Нурминского в оригинале. Это пиздец. Просто, ну ладно, дети, блядь, они, ну как бы им положено быть долбоёбами. Но если старше, блядь, не знаю, 15 лет, это пиздец. Это просто пиздец. Здрасте, убийца, здорово. Короче, да, с алертом какая-то поебота, братан. Он донат полоску даже не показывает. Меня, короче, начекали вот здесь, прикиньте, на самом краю. И он, походу, здесь стоит, я не знаю. Это жопа. Это жопа, он, короче, переиграл, получается. Да, с алертом какая-то поеботина. Вон он, блядь. То загружается, то не загружается. Вот, ну да, спасибо, браток, огромное за сатен. Огромное спасибо. Сука, хотел сыграть поосторожнее, получилось как обычно. Там, походу, Лёшка еще со всякими приблудами. Кировец один поехал, он, блядь, сосал. Будучи шотным, поехал на фуллово 3-4. Знаешь, что я сейчас делаю, бро? Не знаю. Не знаю. Фингер имеет S. На коленях, на одном уровне со стримером.
Хотите, я вам музыки врублю еще? Ну-ка, вот это давайте. А я мать, какой древний клип. Да уж. Так. Это я не переводил, у меня вообще страница не открывается. Но она, короче, открывается через раз. Короче, блядь, не пять хуйня. Если что, DonutPay работает. Так. На коленях на одном уровне. Я ебать на завод свой бывший пришел устраиваться. Ну и правильно, хули еще делать. Вы выбили. Андрюха, здорово. В этом клипе должен сниматься Инспирер. Кок-як. Вот дососали Лёшки. Слушай, 30 секунд не хватило. Не любой. Валяет. В анусе с елдой. Оказалось, что я числюсь у них, то есть место было за мной, и за год мне сейчас ЗП начислят на днях, и Паська. Оказывается, норм так. Нихуя себе. Тебя за год ЗП еще начислят. Красава. Красава. Ну тебе фартит по КД. Красавчик. Мои поздравления. Мои поздравления. Что делать с тобой? Эх, блять, эх. Учи трек, с неба падают мужики. Тебе зайдет, а? Слушали 100 раз. Мужицкий дождь. Босс, здорово. Как там дома, заебись? Слэвочка с елдой. Гуляем. Поздравляю, братан. Ты получишь бабло и не работай дальше. Уже работаю, пиздец. А то отпуск. Все, блядь. А, с первого я понял. Что делать с гейбоем? Кунька, походу, врубился. Качественный отлиз. Дело на теле. Это хорошая музыка для детей, кстати. Хорошая музыка для детей.
Нурминский лох. Постояли, там кто-то огорчился. Почему куньку, блядь, не хочешь, а? Куник осталось на 3 дня. Почему, блядь, коньку не хочешь? Блядь, чё не хочешь коньку? Там Емелька уже не хочет любви. Ёлка шлепнул. Ёлка шлепнула по попе. Прострел есть вообще? Ну или нет? Я что дальше не хочу ехать, пацаны. Ждем доната. Все, я жду доната, блять. Меня заебал. Она как-то елка воспитывает, уебан там заебет. Почему, блять, не хочешь коньку? Прикольно. Ну, я не светился. Я не светился, там по остаточному засвету, видимо, шлепнул. Да, из логических всяких побуждений. Молодец, пидор. Еще и засейвился там. Хто платить? Чьи гроши? Нам. Я на Меркаве на карте. Может, Меркава с ОМПХ и стабилизатором вообще норм будет. Блять. О, Трех подкат. Джок Чачинской губы. Опять катку сливаем, пацаны. Камчатка. Камчатка, бля. Софиста Павлова. 6,2 КД без вентиля, без ну и все. Ну и все. Ну, меня, например, Меркава полностью устроила, когда на ней играл. И эта модель хорошая. Камчатка. Камчатка. Вискерс поехал. Ой, хорошо.
Урон. Пойдет 200 урона. Пойдет. Демон здорово. Это Фиста Павлов. Кем мы тут послушать можем еще? Аврил Лавин, блядь, будет слушать. Ну давайте послушаем. This the best survival game ever made. Посерил? This is the aircraft carrier shelter you seized, previously owned by a small faction of about 800 Пойду гляну, вроде кот там посерил. Ну, 1 минут, пацаны. You're so fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the mother princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever, you could do so much better. I think we should get together now. And that's what everyone's talking about. Hey, I don't like your girlfriend. No way, no way. Think you need a new one. Hey, I could be your girlfriend. Hey, I know that you like me. No way, no way. No, it's not a secret. Hey, I want to be your girlfriend. I can see the way, I see the way you look at me. And even when you look away, I know you think of me. I know you talk about me all the time, again and again. So come over here and tell me what I wanna hear. Better yet, make a girlfriend disappear. I don't wanna hear you say her name ever again. Cause she's like, so whatever. And she could do so much better. I think we should get together now. And that's what everyone's talking about. I don't like your girlfriend. No way, no way. Think you need a new one. I could be your girlfriend. I know that you like me. No way, no way. No, it's not a secret. I want to be your girlfriend. In a second you'll be wrapped around my finger. Cause I can do it better. There's no other, so when's it gonna sink in? She's so stupid, what the hell were you thinking? In a second you'll be wrapped around my finger. Cause I can do it better. There's no other, so when's it gonna sink in? She's so stupid, what the hell were you thinking? Hey, I don't like your girlfriend. No way, no way. Think you need a new one. I could be your girlfriend. Так, колдбойчик здесь, пацаны. Так, блять, ай, поток нища вылетает постоянно 300 плюс, это тут бесит. Банан, здорово. Доброе, мать его, утро. Госпожа встать не может. И на работу не может встать. Так, погнали, пацаны. Поехали дальше. Играем 3000. 3000. Новый. 0 побед. Побед 0, пацаны. Отписка. Благодарю за лайки, кстати. Он такое врубилось.
Турболавр. Джудас Прист. Ну ладно, пускай играет. А, за Джудас Прист пизда будет стримом. Поэтому вот эту группу слушайте. Манки, здорово. Кустодрочим. Донат не проходит. Осуждаю. Там донатилка сломалась. На донат пэй, пацаны, если что, кидайте. Она пройдет. Там пройдет. Даже донатилка настолько не работает, что даже полоску не показывает. В каждом, блять, на карту кидать. Или на карту кидайте, да. Электроник, здорово. Как дела? В мире танков 100 лет не играл. Ну, тут огнемет понерфили. Вот. А еще планируют ребалансить арту. Такие вот главные новости в мире танков. О, это часть главы, это да. Да. Сто лет не слышу, а на Новый год. Ты чё, на Новый год надо слушать. Так. Все, дал кабачок. Электроник, ты теперь крепкий кабачок. Роль на канале появился. Легенду надо круглый год слушать. Все верно. Они достойны. Арн, здорово. Блять, ну кроме шуток. Вот если раньше, да, над этим клипом стебались, все дела на придурками над этим. Сейчас уже никто не стебется, всем песня нравится. Всем песня нравится. Это здорово. Пастор Алекс, здорово, привет, перевод на карту российскую шел. Спасибо, родненький. Спасибо, родненький. Дигитбой. Я пытаюсь смотреть в телефон и снапились. Блять, не получилось. Пизда, Саня. Спасибо за 5 косарей, ёбаный рот. Пизда. Пизда. Охуеть, огромное спасибо, огромное спасибо. Да, пизду. Ну, честно говоря, было видно, что я ему попаду в какую-нибудь жопу там. Огромное спасибо за 5 косарей. Человек с имен в ахуе. Поехали нахер отсюда. Я зафейлил все тычки, что мог. Так, банан, здорово. Гачи Слейв, ты анальный чародей. Каждый раз, когда шортс открывает, там всегда твои видосы ясен хуй. Потому что я их в день по 10 штук монтирую и выкладываю. Вот, так что тут не колдовство. Тут не колдовство, просто тут как сказать, упорное желание загнать себя в могилу, блядь, отсутствием отдыха какого-либо. Как обычно на ДЦП-пушке ебланы, блядь. Вот как, сука, обычно. Дэггетбой. Понизу пойду съебывать. Братишка, тебе на развитие, ну или на пивко, охуеть. Спасибо, братан. Пизда. 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 Сейчас будет пивка, лечь на диванчик, а не это вот все, не хочу на работу, чё-то. Понимаю, пацаны. Бля, катка подливная. Подливная просто. Страйк. Олежка, страйк.
Как будто бы кусты должны были меня хранить тут. На ничего не, блядь, не вышло. Слушайте, а вот этот вот фланг сейчас спасется, сука. Хорошо. Хорошо. Скатаешь на базара нет. Скатаем есенхой. А в РБ ночью монетизацию не отключил. В РБ монетизацию. Ну, у нас отключена монетизация, пацаны. На ютубе. Так же, как у вас. У нас почти такие же санкции, как у вас. Это на алкострим. Ёпта пизды. Так, скатай на 113 базара нет. Это на дик побольше, да. Теперь могу себе позволить большой дик, а не дешевый маленький. You know. Теперь я могу себе позволить большой крепкий дик. Бля, этот перс вообще выкатывать будет или нет? Это перс. У меня не западло, конечно, постоять тут поцелить, тем больше никого здесь и нету у нас. Хей. Блядь, фраерок, короче, не выкатывается, при том, что его кто-то чекал, но точно, блядь, не я. Прикольно, меня пересвечивает. Пизда. Весело. Весело. Ну, я с оптикой, ну ладно, похуй. Похуй, обзор-то не максимальный. Еще раз посмотри банк, ёбаный рот. Артёма, спасибо большое за 500 рублей. Александр Эдуардович, это просто пизда, блядь. Спасибо за 10 тысяч. Спасибо за пизда. Пизда. Убийца я чекнул. Тебе спасибо огромное за все, и за 500 рублей тем более. Внимание, вы поехавшие пацаны совсем. Саня, огромное спасибо. Неожиданно приятно. Алерт не работает у меня. А у меня тоже не работает. Видишь, даже донат полоски нету, они там сломались. Еретики эти паршивые. Паршивый еретик 32 рост. Вот теперь только такой сайт работает. Югачи. Бля, как он прочитал, что я уехал именно сюда? Кто понимает вообще? Это может быть стрим-снайпер какой-то дырявый. Блять. Вот, поехали. Поедем. Я на 113 буду. Без полоски расшевели Эйнал, да. А Вячеслав запускался, думает. Ну, короче, без НАТО будем, ну, похуй, надо заплатить на этот, на хороший фарм. А тут вот оно чё. Жеваные кроты. Блять, хорош. Продавилку. Нахера танк же охуенный. Ну, кроме шуток, можно очень много десяток продать, а вилку, конечно, никому не рекомендовал продавать. 5 лямов. Вилка 5 лямов стоит.
Хотя я не знал. А чё 5? Слушайте, и катка выпрямилась. Вот КПЗ 07 можно продать, он уебище. Это собачий танк. Это собачий танк. Союзники кончились. А я парадный и не приобретал даже. Ой, блять. Сука. Ну как можно было? Я бы сделал -1, если бы попал. Лина Стар, здорово. А ты не проходил? Ну, я не допроходил, да. Гей парадно бесплатно дают. Я не допроходил. Блять, режим. Перешел на Родин, хорошо. Я переехал в новую хату. Можешь поздравить Лину Стору, мое почтение. Красавчик, с новым этапом в жизни. С новым этапом в жизни. Надеюсь, новая квартира принесет тебе много радости. Ну или хотя бы много минетов. Уже сойдет. Да? Проходи. Парадный бесплатно. А его сюда проходить можно? Ну нахуй мне нужен? Бля, знаете, что надо вот так вот сделать? А, Вадик 5, окей. Окей. Он же парадный. Ну это аргумент. Уговорил. Это аргумент, сука. Так. Это со Шкоды стап снимем. Сейчас, минуточку. Сейчас погодьте, котики. Ну хоть как-то сделать день бля, охуеть, Саня, это пиздец. Это пиздец. Ты сделал день скандальным, я так скажу. Так, и давайте мы еще это посверкаем яйцами. Во. Во. Так и призовем убийцу. Ему чат забанили. Вот дает. Ну, здрасте. Такими устами, дав Эйнал, Саня, еще раз спасибо. Здорово, fucking bitch, как дела, Слава, здорово. Да, все по-старому. Вчера сходили, погуляли. Братан, ты тут, а? Вчера с госпожой сходили, погуляли. Целый день гуляли и, блядь. Вчера, короче, прям дед чувствую усталость. Слышно меня? Да, нормально, все нормально. Нахер это режим? Я только что узнал, что у Меркавича пушка топовая есть, блядь. Там 440 альфы на такой пушке. Да я понял, блядь, долбоёб. Так, я тоже вкачал 113 и 5, а по твоему совету нормальные танки, да? Да, реально хорошие танки. Где донат полоска? Братан, Donation Alert сломался. Вот, поэтому, блядь, донат Pay есть. Есть донат Pay. Вот, если хочешь музыку заказать, так, напиши, я за бесплатно включу. Я такой думаю, дай полевуху прокачаю, у меня не прокачивается, блядь. Что за хуйня, думаю? Тебе от Славика привет. Евген, здорово. От Славика? Здорово, Славик. Да, Здорово. да. Лайкосик кто-то, Евген, спасибо. Я налево. Окей. Чертила пришел.
блядь. Сидел там, ковырял какую-то хуйню, ковырял и резко прыгнул. Что вкачать после 113 и 5А? Ну, если нет Е3, вкачай Е3. Если есть Е3. Нихуя у него еще ХП, блядь, 200. Вкачай СТ2. Вкачай СТ2, и можно будет так же, как 113 купить Т-62А. Херена крутая СТшка. Он от башни, от борта танчит, и у него пушка отличная. Ну, у него все отлично. Из минусов только, наверное, то, что нету УВН, но это вообще похуй. ВК голды по 10 боев. Ебать, 1700 на суд. 62 в поле на 1700 поймал. Наш? Не, их 62. 113, стоит ли его покупать, и 5А все же лучше? Ну, для меня 5А лучше, но в целом у них разница небольшая, на пиздец. Ну, крутые танки, охуенно крутые танки. Ой, понял. Пизда. Снизу вверх меня в борт, блять. На фулку. Бля, ебаный пес. Ебаный. Ну ладно, я его ББХ, например, пробил, да. Бля, знаете, что мне здесь будет вообще неудобно? Конь тем более собирается отсасывать. Тем более, что конь собирается отсасывать. И вас там ебут? Ну, какая-то хуйня происходит. Беспредел собачий. А вы там фланг заберете или не? Ну, вроде да. Бля, я понадеялся, что пацаны смогут затерпеть, и не затерпели нихуя. Все надо туда, где Эрик стоит, блядь. Арта КД по мне стрелял. Ко мне что-то полетит. Я капусти поехал терпеть. Бля, успею, нет? Бля, надо с топорем что-то как-то помочь. Ну, ёбище это. Блять, нихуя себе он дает как кепку. 8-9, блять, чё? Ясно, мне пиздец. На, мне пиздец. Ну ладно, пусть с ним. Пусть с ним. Я, честно говоря, думал, что пацаны там троху хотя бы поживут. Нихуя не пожили. Вот, бля. Когда слился 28, уже поздно было туда укатывать. Они были вот здесь. И вот этот Леха еще, вот это вообще пиздец. Сука, просто едет, дави, он вернулся, чтобы здесь пострелять. Бобсом и сверху вниз. Так, деду Альфу вроде добавили нынче, да, добавили. А в чем броня? КД, пробитие, Альфа. Чем отличается? Короче, у этой модели ВЛД практически непробиваемая, да, обычными снарядами. Ну, то есть ты можешь от борта спокойно танчить, маловероятно, что пробьют вообще, да, ну и плюс в клинче там куча преимуществ. У Вазика ВЛД все-таки послабее. Да, ну НЛД... У Вазика, кстати, НЛД достаточно бронированный, его когда апали, там накидали брони, и в такой угол НЛД не пробивается. У Вазика можно в такой угол, да, вот если вот стенка, разводить на тычки.
Далее, короче, еще от борта 113 хорошо танчится, у него борт в целом там жесткий, да, можно даже иногда чуть-чуть перекрутить. Вазик 111, конечно, не так уверенно от борта танчит. Но зато, смотрите, ну, они, во-первых, 113 еще неплохо попадает. На 5А в целом терпимая точность. Но на 5А есть ОВН, здесь пушка только на борт опускается, и то на минус 7. На морду минус 5. У Вазика минус 8 везде. Там жестче ДПМ, альфа и все вытекающие. Вот, то есть Вазик, он более универсальный все-таки танк. Этот, ну это тоже, это охуенно универсальный танк. Но есть некоторый дискомфорт, связанный с тем, что это длинный лимузин. Да, кое-где просто из-за того, что такой корпус, блядь, неудобно. Ну и минус 5 на морду. Да, ну еще есть некоторая особенность. Кумулями в 340 вот сюда вот и вот сюда запихивают. У Вазика все-таки поприятнее. Ну, у Вазика, короче, есть рядом с маской такой маленький квадратик 250. Но туда тяжело попасть. Можно, но тяжело. Вот такие вот пердаки. Такие, блядь, пердаки. Ну, короче, в целом, блядь, оба мощнейших аппарата. Мне, конечно, больше Вазик импонирует. Но 113 тоже ЗБС. Я 113 надел закалку DOSL экспериментальную турбину. Как думаешь, норм или вместо турбины лучше стоп? Ну, не обязательно. Не обязательно. Ну, на нем без стабилизатора можно играть. Просто как по мне хватает динамики, и, соответственно, я лучше комфорт апну, чтобы, да, там, из 10 тычек там на 1, на 2 больше дать чисто за счет стабы. Так, Диди, здорово. Сеймен хуйню не скажет, да. Ёпта, мы деда и 5А сравниваем. Деда и 5А. Я просто на 113 играю. Кубик, здорово. Ну, блять, объективно говоря... Ну, какие минусы по сравнению ИСа 7 с Вазиком 5? То, что у него УВН понижен. Ну, это, блять, это как бы минус, да. ДПМ вроде там незначительно отличается. Корпус послабее, чем у Вазика. Там все-таки от корпуса можно разводить на тычку, а ИС-7 от корпуса никак не зайдет на тычку. Ни от борта, там, да, ни за угла, там в ромбе, никак. Это минус. Это минус. То есть в городе как будто бы ИС-7 охуенно уязвимый танк. Хуй знает. С другой стороны, чем жирнее альфа, тем проще от нее играть. Ну, Вазик, опять же, кумулятивное пробитие в 340. По мне так лучше кумули в 340, чем подколы в 320, например. Деда башня лютая, если он за камни встанет. Ну, это понятно. Ну, блядь, так можно сравнивать деда тогда и 705-го. Понятно, да. А 705, ну, блядь. 705 можно сравнить только с жопой Джова. Поэтому это, блядь, не аргумент. Ну, типа, да, башня крутая, но что дальше? На деде еще полость. Попасть надо, он впритык может промазать. Ну, да. Ну, кстати, да. 5А чаще попадает. Старгин. Вывод нахуй деда, берем Китай. Ну да, на деде вот на него, блядь, не положить. Каждый выстрел сидишь и думаешь, блядь, попаду и не попаду, даже в упор. 5А все-таки понадежнее. Эу. Так понимаю, в окно поедет. Кренделек этот потешный. Милостай, здорово. Я переигрывал на 5А в одном бою из 7, из 4. Ну 5А он, блядь, охуенно универсальный, прям танк для ебли. Просто танк для ебли.
Как страдание, да? Пойдет. Пойдет. Меня устраивает. Уровень унижения меня устраивает. Пизда. Вот. Никогда, пацаны, раз сосредоточенно не играйте, блядь. На время катки подсоберитесь и все только о катке думайте. И в чат не смотрите, блядь. Проебете свой урон. Прикольно, блядь. Прикольно. Он мне в кепку дал. Ну. Ну да, Лёшки попадает в кепку частенько. Надо понимать, что это не потому, что танк хуёк, то что он везет. На это разные вещи. Такое на разные вещи, пацаны. Да уж, говнецом. У меня никто из Алексов не перекатился вперед. Понял, бля. У нас как раз тайминг для еще одного выстрела от арточки. Там скучно на нем рандом ебать, но он сам все делает, да. Мне и на этом сложно быть. Кстати, как у вас в клане есть человек с ником в Макотовка на коляске, блять. Макодявка на коляске? Я не знаю, ну я понимаю, что я не в курсе вообще никаких событий клана. Я там не участвую нихуя. Но если у человека есть такой никнейм, ну, блядь, хули делать, наверное, Girl, судя по всему. Я считаю, что это юзернейм от Герлы какой-то. Бля, господи, ну ебаный рот, неужели там столько брони? Вот другое дело. Может чекнуть после боя. Есть он в клане? У меня вчера на 3 средуха 400. Просто, блядь, гусли земля и никуда. Блядь, ну тебя заставили сосать. Тебя заставили сосать. Понял. Ну, это, конечно, да. Вчера бабаха когда, походу, да? Так, я уверен, как будто он заряженный. Вчера пробовал к вам в клан попасть. Не взяли, походу. Ну там 3500 плюс на топах должно быть. Мне Unlearn говорил как-то. Вот. Да, блядь, хули там забыли, что нормальных кланов нет, что ли? Артоводы всю игру меня ебашат только. Соки. Просто по мне хуярят, блядь, по КДВ. Он даже 61. Угу. Так. 110 единственный танк на голде. У меня из-за дороговизны не качаю ветку. Я понял. Так, не катай на голде. Надо то пародию открывать. Я подзабил. Вот, соберись, открою. Какие вообще преимущества от клана? Ни в каком клане не участвую. Но там есть бусты на серебро, на опыт, например. Вот здесь врубаются. Ну, только, ну, короче, ты вступишь в клан, да, там надо быть в руководстве клана, чтобы их можно было врубать. Но если что, вот периодически врубают, есть кланы, в которых часто врубают, ты просто больше фармишь. Так, блядь.
Сейчас мы кодявку поищем. Наверное, вот здесь. Ну вот. Вот, anal detected. Anal detected. Есть, короче. Впитал. Впитал, бля. Инфо-цыгане в мире танков новая бизнес-модель. Похуй, значит, дальше на них. А то, как в игру зайду, по 10 приглашений. Меня тоже закидывают. Периодически ударяем. Там боты рассылают, дерьма. О, в натуре там. Хорошего дня, манки, благодарю. Благодарю. Вам тоже, пацаны, хорошего дня. Сегодня пятница. Присматривайте себе уже бутылочку. Уже пора. White Fisting. Бутылочка, на которой ешь, сидит. Эта бутылочка занята, пацаны. У меня будет запах анскилла. Такой не попьешь. Нихуя себе, как насколько в землю упало, видели? Ну, другое дело. И на светик пошел по комнате. Да гидап. Блять. Бутылочка с запахом анскилла. Пьем с горла. Дешорца Джоа, он там своих смеется, которые сам и делает. Молодец, Джо. А там, наверное, не сам, там же, наверное, бойчики у него специально эти адресированные делают. Потому что там же всякие видосы обучающие, блядь. Ну, Джо, вы думаете, сделать обучающий видос? А по тесту нету инфы у тебя, да? А у нас, походу, вот никого нету на этом в кустах. Сак, У выйден. нас тоже ЛТ все сдохли, блядь. Пусть знают, что они делали. Бля, пролагивают что-то вообще, что за херь. У еретики, походу, здесь сидят. А вон сотка в поле. Еще раз на карту. Саня, я боюсь смотреть. Спасибо, родной. Спасибо огромное. Блять, у них столько свиней. На, короче, как минимум один пидор точно тут сидит в кустах. Не понял. Леон сидит. Леон, да, там на полке стоит. Не, вот здесь терпит. Ясно.
Окей. Сука. Там дробина играет на чувство. Может быть АФК? Не. Я понял. Спасибо за стрим. Пора на работу. Позже посмотрю запись. Хорошо. Хорошо. Я на 113-м доиграю стрим. Спасибо, братан, огромное. Ёбаный рот. Ёбаный рот. Пиздец, спасибо еще за косарь. За 5 косарей, охуеть. Блядь, Леха меня пробил. Хорошо. Хорошо. Его мужчины делают. Бля, охуеть, Саня, это, бля, это просто пиздец. Это просто, блядь, пиздец. Ты украл порядок в трусиках. Охуеть, блядь. Пизда. По 12 мне тоже интересно, но только пора идти работать, тоже в записи дня посмотрю. Давай, всем возможно, дальше. Давай, братан, давай. Story go. Убивца шалом. Тебе босс привет передает. Босс уже YouTube. Босс, привет. Какого хуя ты на ютубе торчишь? А там следит за порядком. Утро доброе. Как? Сам за собой что ли? Хелядь. Здорово великолепно. Ронни Крей, здорово. Господа, подписывайтесь на ВК Видео Лайв. Там будет розыгрыш голдица. В конце месяца аж 20 тысяч голды разыграем. Будет много победителей, поэтому не тупите, подписывайтесь и смотрите там стрим. Чтобы нужно будет покупать билет на розыгрыш на ВК Видео Лайв. Будет стоить 5000 баллов. Это хуйня, но чтобы их заработать, нужно немножечко там стрим посмотреть. Немножечко там, может пару часов. Но если не пару часов, то осуждаю. Может чуть больше, но надо будет смотреть. По трусикам. По трусикам. Блять. Ебать, что дурак совсем. Да, вот чисто мега разжиревшая 54-ка. Просто мега разжиревшая. Там 279 просто охуевший пес. Да вижу. Блять, не попал. Если что, в борт башни кидаем, сюда будет смотреть. Да я вижу. Он там, видишь, за этими трупами стал, блядь, старыми. Блять, стоит, впитывает наркоман. Меркова На слился. карман. На карман, да. Ну, МТБ Бекус едет. Блять, 54-ку проебал.
Хорошо. Oh, yes. 54-ку, блядь. В меня стреляли, 54-ку попали еще. Подожди, нахуй. Бля. Трехотметочный он, блядь. Пару часов долбежки стримера. ОБЗ 74. Дрын толще. Альфа больше. Это верно, это так. Это так. А Скорпион будет сегодня? Видимо, не будет, братан. Там очень вежливо попросили на 113-м поиграть. Вот поэтому на нем катаем. Блядь, нихуя он туда пробил. Блядь, там прорвали у нас. Пизда, блядь. Я что-то думал, в такой угол я его кумулем пробью. Потому что у него пушка опустится, вот это я, блядь, вообще не думал. Пош катается. Мистер Эклон. Там фош ворвался, пиздец, ебанутый. Да-да, я вот и съебался оттуда. Просто поехал. Там 279 этот ебанутый тоже. Какой-то дурдом, братан, я вообще не знаю, что делать. Надо тот фланг забирать, блядь, и сзади их обходить, хуй. Ну, типа вот этих вот тяжей, я хуй знаю, кто продавить. Тут БЗ Т. А тут уже все пиздец. БЗТ можно забирать. Если мы с ним договоримся, тут. Еду, помогай. Забрал. Ну, может, дальше будем допушить или, наверное, надо допушивать? Да. Я на низ упаду, братан. Потому что тут по прямой мы хуй продаем. Блядь, пушка поднялась. Бля. Блять, я зажил, короче. Арта заебала, только меня хуярит. Ой, бля, там. Надо с БЗД помочь. Ну, я еду за ними, наверное, не успею. Пизда. Алекс, здорово. Желаю вечно настоящий Ну-ка, дик. стоп, ну, блядь. И, как говорится, лучше всем самому впереди. Да. Это так. Это действительно так. Зачем ник свой прячешь? Чтоб меньше хейтили. Бош КД.
А там 54-ка может в жопу войти. Нерабло, здорово. Он Валерий, там здорово. стоит, Всем такой здрасте, пацаны. долбоёб. Блять, пидор сюда приехал. И когда у тебя ник скрыт, у других в игре он как отображается? Нет, там отображается случайный никнейм, и в Алинимере скрыта статистика. Ну, типа я у них отображаюсь как Алекс 32 рус, стально сильный. Но в Алинимере скрыта статистика, и они понимают, что у меня скрытая статистика. То есть я либо суперлох, либо статист. Это все. Канистра йода, здорово. Короче, они сразу понимают, черт или не черт. В общем, собственно, хуйня. Саня, еще раз спасибо за 15 косарей, просто охуеть. И это просто охуеть. Stick your finger on my ass. Привет, Ник, зачем прячь вопрос был из зала? А затем, чтобы противник в грусть не вводить, если у него есть или нет. Но они, наоборот, блядь, хитерят, особенно артоводы, всякие бродяги, некоторые просто впарываются. Вот, ну, анонимайзер в игре, конечно, сделан криво. Ну, то есть, Алинимер есть у каждого уважающего себя Алекса. Вот, к слову, если хотите играть на хороший результат, никогда... В первую очередь надо удалить Алинимер. В первую очередь. Вот, каждый Алекса есть Алинимер, и каждый Алекс считает за честь, блядь, похитерить. Здорово, любишь ты 32 рус вспомнить, но Серега, здорово. Там Он мне... приехал, надо чужую базу убивать. Кстати, да, перепутал. Долбоёб. Ну ладно, может не перепутал, может он просто пол. Джон, Факинг, кстати, да, тоже не свою базу приехал убивать. факинг слейв 32 раз. Бля, что-то в глаз попало, пиздец. Там. Даже башня пропала, во. Настроил глаз. Сейчас пацаны выиграют. Так, сейчас посмотрю. Ну-ка, давайте у эту музыку послушаем. Давно играю без Алимера, хоть по игре довольно раковый, но что взять с деда? Однако играть стараюсь ниже 5-го места по опыту. Красавчик, красавчик. Я не знаю, кто это такой там. Предлагают ЗП в клане, пацаны. Где билет купить? На розыгрыш? 30 и 31 числа будут продаваться билеты. Мы все-таки 31 заиграем. У меня у мамки днюха будет. Будем 30 отмечать. Я, к сожалению, блядь, не смогу провести розыгрыш вечером. С утра будет стрим, а вечером стрима не будет. Так что мы, чтобы было справедливо, 31 разыграем.
За неделю до розыгрыша Я бы в танке... Ну вот убийца говорит, что за неделю до розыгрыша. Ну пускай так. Я бы в танке зарубиться, а не на заводе смену пахать. Завидую. Юрий, здорово, ничего страшно. На твоей улице, блядь, будет праздник, все будет заебись. А на смене еще денег заработаешь, поэтому не гони коней. Говорил мой дед, не торопи события. И всегда торопил. Да, Меркова, конечно, быстренькая, пиздец. Тычка почти пропала. Да, уже, блядь. Гриль, блядь, гриль ебаный, конечно. Завидую. Там кто-то стоит. Ага. Это перекатку, если что, видишь? Да. Хорошо. Блять, он подставился. Бля, кто-то стоит там, я уже 2 раза почему. Да ёбаный хуй. Ну, прикольно, да, я не чекался, там начекался. Я маус поехал. Прикольно, да, видели, как прицел не завернуло? Ой, хорош! Fuck you! Мой стар, блядь. И попадает. Какие же профессионалы. Просто радуешься, когда играешь с такими людьми. Приходи на матч футбольного Слайм. Ощути неповторимую атмосферу в родном. Участвуй в розыгрыше Попытался съебаться и не съебался. футбольного клуба Макслайм. 18-го Находите, ублюдки. Прикольно. Но я, блядь, не светился, если что. Ладно, я походу светился от этого ублюдоида. Вот фош там, бля, ёбан. Угу. Хорош. Пиздец, еще один гражданин, который ну, просто не чекался. Блять, охуенно. Ну разве не охуенный танк, ребята? Ну так или не так? Как можно было в камень попасть, я не знаю. Перс, здорово. Отлично, блядь. Ну, в некоторых ситуациях я согласен, на нем можно, да, там, на морду разводить, но это, блядь, настолько некоторые ситуации, что просто смешно. Блядь, хочет, пиздец. Ехал и не пробил. А, так, сука. Ну, рогами здорово. Панда шалом. Как ваше ничего, да, вот потеем. Там на базе пиздец. Ирина приехал. Ну, Ирина пускай катается. Бля, видели, под башню прилетел. Дела охуительно восхитительно, пацаны. Как же еще может быть? Ну, а как же еще может быть?
Я, наверное, дальше не поеду, буду терпеть. Где билет купить? Последнюю неделю месяца можно будет покупать. Откроется продажа билетов на розыгрыш. Отлично. То десятка, охеренно там. Благодарю. Ну. Нет. Ты каждый раз будешь отвечать на этот вопрос без агрессии. Ну а хули мне остается? Не, ну я могу быть как долбоеб любой, да, там 99% стримеров, которых спрашивают один и тот же вопрос, и они будут нервничать. Я же говорил, блядь. А ничего, что люди там до этого стопудово человек не слышал. Да, он мог даже не присутствовать. Всякое может быть. Всякое может... Ну, тем более, как бывший военный, я прекрасно понимаю, что надо всю информацию доводить громко и 2 раза. Иначе, блядь, никак. Смотри, аккуратно. Ага, я на деда полетел. Пошел нахуй, пока выцелил. Там еще бабаха с Эриком. Хорош, слушайте, мы тут этот фингервейнл продавили. О, ебать, они меня как-то в кепку, блядь, оба ебанули. Прикольно. Или вот эта пушка опускалась. Жестко. Нет, да не те, передний каток. Охуеть, ну бэшка вроде на меня смотрит. Я Ну, короче, я их еле видел, бля. У тебя каток дохуя передний вылез. Ну, видимо, да. Я уже устал от него, каждый стрим по 10 раз один и тот же вопрос. Ну, хули делать. Информацию нужно доводить в рот, и в глаз, и в жопу 2 раза, да. Да, и потом повторить. Да уж, ну да, конечно, видимо, да, еблом подторговал. Ну, увидеть, конечно, танк на таких, которые, да, там, у которых корпус своеобразный, наверное, на любом еще танке. Хотите играть на отметке, надо на этом танке охуенно много играть, чтобы его чувствовать на все 100. Ты бывший военный? Да, бывший военный. Служил на должности старшего офицера автомобильной службы. И на должности этого слона. Долбана чисто. Ну так смотри, только через 10 минут. Ты не успеешь на работу? Прям 7 минут едет. Если он не задержится нигде, да, то я приеду. А за рулем баба? Мужик. И я ни одной лишней минуты не проведу на работе. Почему? Ну, потому что приеду в 59 минут. Идеально. Идеально. Ну и все, вот и хорошая новость. Кому-то вслепую запихнули, кстати. Надо ставить. А билет-то где купить? Меня часто спрашивают, где купить билет. Доброе утро, ебасоси. Мое почтение. Поздравляю, коллега. Но ты решил с этим завязать, да, потому что там нихуя не платят. Вот, во-первых, вся служба это сплошной терпеж. Вот, жизнь свою в терпеж можно и на граждане превратить. Вот, а во-вторых, там много денег не платят. Госпожа Косарь передал. Вот испалился Вячеслав. Тебе Косарь вчера задонатили. Я не передал. Вот так в крысу. Да. А заказать спасибо огромное. Госпоже как раз на Мерседес не хватало уже. Убийца, тебе привет. От ебасоси. Ну чё, купи... Так, будет разговор после работы. 1000 нашлепываний. Нашлепывание? Анька считает каждый раз. Поэтому 1000 нашлепываний. 1000 зажал. Ебусози, привет. Ну купи себе 3 шавухи. Я найду что-то победнее. Да. Пиво.
Я там 2 раза Говоришь, пихнул, блядь. пищи. Фаша, видимо, и в концепте, блядь. Без- Я тоже кому-то вслепую всунул, не знаю кому. Я с тобой поснайперю тут. Давай. Человек яйца. Не, я туда сразу к камню поехал. На, ну едь, давай. Ты снайпери, я буду посветить там. Дерево сначала, во. Че, как ты учил? Ебать, меня вчера Меркова. Сразу арточку нашел, блядь. Красава. А подсунешь? Нет, уже не успею, он съебался. Ебать, мне вчера Меркова метров 400 голдой во все щели дала. Я на 70. Бля, ну бывает. Ну, вообще не бывает такого, но, видимо, бывает. Это который билет продает. Нет. Билеты продаваться на канале будут. Все другие люди, которые продают билеты, они пытаются вас наебать, пацаны. Вот. Вы же знаете, какой еврейский канал у Где-то нас. обосрался. Гроз 7, здорово. Знаешь, что? Ну. Я на кроссовках начала проявляться. Ну это на швах только. Да. Гроз, здорово, всем нравятся бойчики. И колыч-бойчики тоже шалом. О, Блять, этот ублюдок заебет. быстро настали дни. Ну давай, работай быстренько, а вечерком мы с тобой в гейбаев сыграем, все будет хорошо. Ну, у нас передняя. Треня, а ночь Просто? треня будет. Да. Сыграем в тренер. А ты светился уже, нет? Да, чекался. Блять, хуёво. Так они не полезут. Там 6 градусов всего сегодня. Мне как-то странно пересвечит этот долбоеб. А тебе подальше надо встать за тем кустом. Бля, что с ними делать, сука? Ладно, может насуем. Может насуем еще. Ну да, просто ТВН стоит, ему похуй на все. Дед. Я не вижу. Ну, короче, свою эту щелочку не показывает больше. Ну все, я деда вы. Какие-то, сука, в засвете. Под арту, значит опять домой. Он, конечно, просто охуевший пес. Судя по его серьезному отношению ко всему, ему в этом вопросе не до шуток. И ник свой прячет от мужиков, он напрочь не разменит. Но я тоже склоняюсь к тому, что отношение порки взрослых мужиков стример крайне серьезен. Да. Да. Про зарплаты вашим военным мое дилетантское мнение, Беларусь нет полезных ископаемых, чтобы доходы от них продажи шли. Бюджет, да, и Я население надеюсь, не мало очень еще большое, есть. чтобы подоходный взнос. Но мне кажется, можно по-разному экономику развивать, и не на одних углеводородах. Ну, например, там с начала 30-х до 40-х годов Союз развил экономику. Прям поставив мировые рекорды, которые даже в Дубае, например, сейчас не снятся по росту экономики. Да, и не в нефти было делом. Все зависит от желания, я думаю, да, и воли руководящего состава.
Но что касается, блядь, экономики, ну да, мы там с неба звезд не хаваем. А хули делать? Пока. Хули делать? Спасибо, что хоть так. Могло бы быть и похуже. Эрн, здорово. Здорово, братан. Как ты? Жив-здоров? Блять, я не знаю, где мне всунуться. Они сейчас будут город пушить. Буду город защищать. Бля, вот нахуй он, блядь. Поехал. Против мужиков с улыбкой на лице. Нонсенс. Это бля. С улыбкой на лице. Тоже валом шли в бюджет. Да, в этом согласен, нюанс много. Ну, вообще, зарплаты-то неплохие у нас в армии. Могли бы это... Ну, реально, хуй с ним. Пойдет. Даже у самого лоха, да, там у рядового, получается, там без должности какой-либо зарплата. Ну, я не знаю, какая сейчас. Ну, может, не 500 баксов, но около того, может, 400 была, но это же не так дерьмово. Да, Беларусь-то не так дерьмово. Ну, просто что, очевидно, в каком-то частном секторе где-то еще можно больше заработать. Вот, поэтому, ну, блядь, я оставался на контракт, я не хотел на контракт оставаться, но мне некуда было идти, у меня не было вариантов, мне хорошую должность предложили. Я очень скрипя зубами оставался, ну и по итогу там контракт отработал. Все, пошел торговиком работать. В плане обороны есть Россия, она плечо всегда подставит. Честно говоря, хуй его знает. Вот, допустим, с Арменией у России были еще более плотные отношения, потому что ну, с Арменией же тоже военный союз был всегда. Настолько, что даже армяне могли на службу устраиваться в российские войска. Там взаимодействие войск было просто сумасшедшее. И ну, взаимодействие не только, ну, на всех уровнях. Там был... Блять, как-то надо этого урода. До войны с Абхазией союз еще больше, чем с белорусами. Ну и что-то там не впряглись. Что-то не впряглись. Вот, у нас, допустим, доктрина очень простая. Мы терпим до того, как придут россияне. Все. Ну, оно прям, оно прописано. У нас военные округа, все такое, оно все вот так вот сделано. Мы, типа, абсолютно честно рассчитаны на 3 дня боев до подхода основных сил. Ну, которые сейчас задействованы в Украине. Сзади! Еду. Вот, которые, соответственно, если, допустим, пшеки рамсанут, а по сути рамсануть больше некому, очевидно, не подойдут, потому что не так заняты там делом. Бля, хоть бы на секунду попытался как-то прицелиться, что ли. Да ладно. Видели, прицел весь красным Вот был. так вот. Ну так вот. Втроем Ну и остались. все, пизда тебе. Но. А ты тут что-нибудь дал кому-нибудь отсюда? Да, нихуя, 1400 урона. Я ни в кого не пострелял за бой. Надо было тебе там встречать, блять, оставаться на. Ну, таких Сейчас темпов мы индустриализации, вдвоем как при вожде и учителе, больше не было никогда нигде, да. Ни Китай. Да, ни в Китае, ни в Дубае, нигде. Вот. Поэтому, возможно, даже и не будет. Не согласен, про Армению тогда с белорусами Кидалова не будет никогда, по моему ощущению. Ну, мне кажется, у армян тоже было ощущение, что Кидалова не будет. Понятное дело, что можно было... Ну, что там есть политические причины, типа Карабах, их, не их, все дела. Вот, но оказать содействие, например... Сзади приедут уже. Я думаю, сзади никто не поедет. Оказать содействие, хотя бы самолеты ДРЛО использовать, да, либо с большой дистанции на самолетах сбивать байрактары можно было бы. Никто бы не наказал за такое.
Ну, хотя ладно, блядь, всякое может быть, да, там же готовилась операция с Кокландом, и, соответственно, любое вмешательство, оно бы откладывало эту операцию, поэтому... Ну, не мне судить, я же, блядь, в кабинете большом не сижу. Шоколадка, князь, ткани. Вот, но хуйня в том, что даже не будет Кидалова. Наземные войска прикрыть некому. Ну, потому что у вас там даже весь фронт нормально с Хохландом не закрывается. А что говорится о белорусском фронте? Вероятном. Поэтому у нас в оборонительном плане очень потная ситуация. Очень потная. У нас армия реально 80-х годов. Все средства связи, все средства обнаружения, блядь. Я уверен, даже тепловизоры можно по пальцам посчитать. Ну, условно говоря, условно говоря. С учетом того, что обнаружение там целей и так далее. Ну и при том, какая армия пшеков, насколько она оснащена, насколько подготовлена это вопрос, насколько оснащена, более чем. Бля, с учетом того, что, очевидно, если на нас... Ну, мы ни на кого не рамсанем, на нас могут рамсануть. С учетом проебанной инициативы и, да, там, западной доктрины. Может быть такое, что нам дадут крепких люлей. В Армении база была военная, которые не продлили отношения были по ДКБ, из которых Армения Пашиняном выйти пытается ради грантов за кордона. Ну, объективно говоря, армяне, во-первых, сами должны жопу свою защищать были, да? По итогу винят все Россию. Там они тоже молодцы, но факт остается фактом. Типа, взаимоотношение было более глубокое с Арменией, чем с Беларусью в военном плане. Ну, типа, вот есть объективный факт. И то есть, он как бы заставляет в некоторой степени сомневаться. Тебе не понравилось в армии, поэтому ушел? Ну, надо же понимать, что в каждой части своя армия. У меня все-таки была часть такая, которая там... Ну, которая, условно говоря, играет в военных, а не военная, потому что, вы же понимаете, арт-бригада, блядь, она только... На бумаге военная, на деле там все строится на том, что как ты бумажки делаешь, такой ты, блядь, офицер. Ты, может быть, у нас были в чате пиздатые офицеры, реально пиздатые, вот, которые... Не все хорошо делали бумажки, да, а некоторые хорошо делали бумажки, но почему-то не росли по службе. Вот, а среди высшего состава, да, командного в бригаде было очень много лошья, которые, ну, типа, ну, короче, блядь, не воюющая армия, что вы хотите? Вот это я, конечно, ошибку совершил фатальную. Вот, короче, служба, по крайней мере, у меня в чате была такая же, как если учиться в универе. Ты просто постоянно лепишь бумажки и ждешь экзамена, блядь. Это все. Блядь, ты видел, где у них 279 стоит? Угу. Возможно, если бы я служил в чате, где занимались постоянно боевой подготовкой, так было бы стопудово интереснее служить, потому что спортивная составляющая-то мое. Одно, с другой стороны, блядь, один хуй, блядь, ну, мне ж не 15 лет. Одно дело, когда тебе только и интересно, да, там с автоматом побегать где-то. Да. Другое дело, когда тебе деньги нужны, чтобы жить как человек. Ну, по крайней мере, наша армия этого не позволит. Не позволит. Да, бля, хули говорить. Короче, вот у меня была зарплата, я получал зарплату лейтенанта. Я получал 1000 там с небольшим белорусских рублей. Командир бригады получал примерно 1800. Примерно 1800.
Я не помню, сколько на тот момент был доллар. Это, короче, 500 баксов было. Это было 500 баксов. Вот командир даже 1000 баксов не получал. Командир бригады, там, ну это, блядь, я не знаю, это, наверное, то же самое, что быть директором завода. Там, блядь, задач хуева гора. Вот, и ебли еще больше. Да, что-то говорить. Ладно, я там не пришей к пизде. Вот, а быть командиром бригады, блядь, ну, за хуй с маслом. Ну, по сути... Короче, это пиздец. Это пиздец. Все, что у тебя есть, то, что, ты же, блядь, офицер, ты же, да, там, построил военную карьеру. Какая нахуй разница, если... Ну, это, блядь, смешно. Плюс ты терпишь еще там... Нихуя ты где сидишь, блядь? Где-то в лесу. Ну, а хули остается? Кому сейчас легко? Не сомневайся, Семен, в плане обороны Россия, думаю, считает Беларусь. Но я так надеюсь, что так будет. Надеюсь, что так будет. Макош, здорово. Часть с крепкими мужиками и спортом всегда интереснее, чем с бумагами возить. Да. Да, ну и плюс это как будто бы, честно говоря, я даже не своей тарелки чувствовал, потому что... Ну, потому что, блядь, там нормальных людей, да, тех же офицеров, которые... Во-первых, тебе каждый второй даст слово офицера, а во-вторых, каждый первый из них это слово офицера, блядь, не сдержит. Ну, то есть... Людям, условно говоря, насрать вообще на всякие моральные составляющие своего звания. Ну, то есть они, очевидно, ну, как не каждый, да, но некоторые действительно, ну, типа, уважения не заслуживает. Ну, короче, дыра дырой. Дыра дырой. Вот. Возможно, было бы больше толку, если бы... Сейчас БЗТ выйдет, боком сразу к нему нахуй поворачивайся. Может, лучше морды быстрее убьет. Да нахуя там этот... Тебя кроет, кстати, этот... Да нихуя. 30-й. Ну, взбодрил. ББХ все равно дал. Жопа едет. О, видишь, кроет тебя. Мигель, здорово. Светишь, ёпта. Можешь так-то спуститься, блядь, сюда. Вот сюда. От него. Я начекать все равно там по прямой. А там некому, блядь. Бля. Ладно, хуй с ним. Короче, блядь, если в войсках занимались боевой подготовкой, да, по крайней мере, в части, где я учился, служил. Хуй с ним, думаешь, затащат было бы меня? прикольнее. Ну там тайп посасанный. Единственное, что у них 2 БЗТ, а 1 фуловый. Вот это проблема. А у нас, ну, хуй знает, можно посмотреть. Катка может быть интересной. А у тебя сколько средуха на 113? Ну, 1004 есть, наверное. Я брал отметки, когда было 4800 на нем планк. Кстати, здравствуйте, крадущийся дик из-за 1060 фэткок, да. Никогда, как в секторе газа, у РФ и РБ союзного государства, что бы это ни значило, но что-то интереснее, чем АДКБ. Я думаю, в современных реалиях ни в чем нельзя быть уверенным, особенно в политике. Вот, каждый будет действовать так, как ему выгодно. Вот, плюс там, не знаю, могут кое-кого ввести в 228 раз вокруг пальца, блять, пообещают там золотые горы, скажут, вот, а белорусы, типа, это, белорусов не впрягайте. А ведут вокруг пальца, ну реально всякое может быть. Понятное дело, что я на лучшее надеюсь, но, блять, БЗТ на фугасах. обстановочка не в лучшем виде. Более того, если у нас будет какой-то пиздорез, да, там поляки реально укрепляются, пиздец, настолько, насколько вообще может быть. Надо будет, наверное, стартовать, если что, сразу же куда-нибудь в РФ. Да, мне что-то хочется пожить, блять. Да, не терпеть за чьи-то интересы.
Менять 5к плюснуть, это ясен хуй, это скилловик. Знакомый контрактник рассказывал, на СВО нет бюрократии, бумажек, в отличие от службы по мирному... Ну, конечно, конечно. Ну, при любой войне такого не будет. Понятное дело, потому что бюрократия, как бы она, понимаешь, мирная армия, она начинает разлагаться, там воруют всякую хуйню там и так далее. Нас затащили, бля. К рулю всякие долбоебы, карьеристы приходят, а война ставит все на свои места, и поэтому чем больше страна воюет, тем меньше там всякого дерьма и так далее. Так, Сани 32 ру, здорово. Благодарю, здорово, братан. Если батька уйдет и Беларусь отвернется от РФ, нам пизда. Слишком много бывших друзей, которые стали врагами. Да и белорусам тоже пизда будет. Вон на латышей посмотрите, что они заебись живут. Терпят он со всей силы. А что у тебя за 60 кабалов? Залутать голды. Ник писать нужно или т.д.? Да, надо написать обязательно ник, на который надо переводить. И этот, ну и баллы потратить. Не знаю, более мерзко, чем поляки, за ними идут чехи. Ну, они потому что нас ненавидят кровно. Вот, ну, точнее, не ненавидят, а завидуют. Чё великого у поляков? У них в истории нихуя великого не было. Всегда корчили из себя кого-то. Поэтому и завидуют. Поэтому, блядь, завидуют. Сейчас, минуточку. Penetration sound. Вот. Я-то, честно говоря, равнодушен, да, там. Прекрасно понимаешь, есть нормальные люди. Во-первых, пшеки такие же, как и мы, один в один. Но всякого мусора среди них реально много. Вот. И, блядь, ну большинство тех, кого я встречал, точнее все, они все меня ненавидят только потому, что я, блядь, белорус. Вот как я должен к ним относиться? Ясен хуй никак. Так. Что я хотел? Минуточку. One minute. А что касается украинцев, наоборот, все, с кем я общался и имел дело, все нормальные бойчики были. Но только в интернетах меня иногда заебывали. Так. Так. 500 голды. 500 голды. Бля, может самому перевести? Я там заявку на 500 голды скинул. Спасибо тебе большое. Потом заебут оповещение на почту, что в твой аккаунт пытались войти. Среди любой нации есть нормальные люди, но не они, к сожалению, да, пшеки, они напомятные очень. И нацики поболее, чем немцы были в период. Наверное. У нас, кстати, до сих пор некоторых, ну, у нас же на Западной Беларуси этих, ну, есть люди, которые считаются поляками, да, либо там бывшие поляки, все такое. Среди них антигосударственных элементов очень много. Окей, что, принял? Курить ходил? Ну и все. Потом заебут оповещение. Пеки, они еще в СССР. Мама рассказывала, когда ездила в Прагу, Варшаву, Сюда внизу столицами. потолкаемся. Кстати, блядь. Кстати, я на банан поеду. Прага, Варшава, столицами целями, которые местные принципиально не говорили по-русски и делали вид, что не понимаю. Да. Да, блядь, обиженный. Обиженный, блядь, и непонятно на что. Обижены настолько, что к немцам заебись относятся, да, немцы, бля, там такую хуйню творили, там нервно утираешь кам со лба. С немцами все заебись, друзья европейцы. Там мы все враги, блядь. Бути ап. На каточке стоит, там ее зелененькая, говорит. Не
не сую. 2 деда КД. Ой, щечкой Маус торгует. Надо брать. Все, не торгует. Так, куда пробило меня, блядь? Маус КД. Лата едино встретил 2 отличных латышей, при том, что контракт в латышей у нас не было в силу особенностей. В башню ему засунул. Мало контактов, понял. Поехали дальше. Хорош. Блять, так в тайминг выехал свинина. Бля, ты тайминг мне его закрыл, чеку. Он меня ёбнул еще в тайминг. В жопу. Хорошо. Ты куда он поехал? Проторговочка получилась. Давай от борта чекну. А, ну похуй, я так поеду. Поехали за мной. Ох, блядь, ты еблан сюда приехал, сука. Отлично. Suck on repeat. Suck on repeat. Блять, как так-то? Заебись. Мне арта отсюда дала, прикинь. Ох, и этот еблун мне, я не знаю, как мне дал в НЛД, но это смешно как-то. Как-то охуенно смешно. Походу, да. Каким-то хуем пушка тут опускалась, я не знаю, как это может быть. Так, мало... Но шипение в трамвае города Липая в адрес русских от латышей тоже слышал. В Прибалтике русским туристам ничего не продавали, слыша русскую речь, если только продавцы не были русские. Чё ты ВП не стреляет, блядь? Скот, блядь. Скот, блядь, хули. Блин, ладушки на банане все равно прикольно разобрались. Giving on your lovin'. Love the way you do it. Schoolboy, I want. Да, карточка слилась, конечно. Хоть, казалось бы, вам деньги принесли. Вы ж капиталисты, камон. Мне иногда кажется, европейские страны вообще менее толерантны, блядь, ко всему. Там толерантность кому угодно, только не к нам. Он любое кино вруби, русские ублюдки еще те. В любом, блядь, кино всегда и везде. Новости заграничные. Вот, блядь, главный хейт это... Все равны, блядь, но русские это уже перебор, они точно не равны, все, блядь.
Без Никодарова. Вот такая вот хуйня. Вот такая вот хуйня. Новость пришла, мы приняли на вооружение БТР, короче. Но у нас такой лепили. Охуенно на ваш бумеранг похож. Я помню, на него всякие накидки лепили, всякую там поеботу и так далее. Приняли на вооружение. Приколдес. Приколдес. Торнинап. Леха тащит бой. С Левой как мы быть равны, но... Кривеш от сока. В русской транскрипции. Но надписи были на латышском. Много раз видел на стенах города Липа, ближайший город от моего места службы. Поклаки. Я помню, старый военный рассказывал, еще на службе был. Он в этом участвовал в вывозе войск с территории Латвии, там, Литвы и так далее. Ну и задача была: строим колонну, на состав отправляем и везем там в русские степи. Короче, там собирает колонну, допустим, 10 машин. Приезжает там 7, просто говорит, едем вот в лес, ВАЗик заворачивает, все, нахуй, пропадает. Погрузили технику на составы, и пока техника грузится, эти военные аккумуляторы в лес выносят, там эти, там латыши за доллары покупают. Прикиньте, блядь. Там в Германии настолько были оборудованы военные городки, там здания, там инфраструктура, там было все вообще, там это, блядь, сумасшедшие бабки, там уровень был ебейший, там магазины, все что угодно, там сумасшедшие. Ну там пиздец, парки, блядь, там всякие кинотеатры, все такое для военных, там все было. Все собрались, все ебали. Немцам все это оставили. Немцы даже денег не уплатили. Техники даже оставили, там пиздец вообще, там просто пиздец. Это не то чтобы, ну, блядь, по-иному как предательство не назовешь. А вывезли все это в степи, вот прикиньте, вы там, сегодня вы в семье военного, который живет в Германии, элита войск, все там самая современная техника, самая современная жизнь, там продукты, все такое, там ты просто царь жизни. По щелчку тебя грузят, ты уезжаешь куда-то в степи, в ебеня, блядь, жить. Некоторые даже в палатках жили военных, потому что некуда было переехать. Прикиньте, блядь. Это то же самое, что у тебя особняк, все дела, и тут тебя вывозят в степи жить. И за копейки. Еще и деньги не платят. Только чтобы, уважаемые друзья, западные не расстраивались. Отношение к русскоязычным наследию холодной войны, которая так и не окончена, хотя и на нее говна накидала вентилятор. Ну, блядь, отношения это, как это сказать, упущение, проигранная информационная война, не более того. Не более того. Вот, мы в плане информационной войны очень сильно просасываем. Вот. Поэтому так. Поэтому, блядь, так. Бывший коллега, покойничек, срочку в ГДР проходил. Никуда особо не отпускали. Говорит, бурсачку только видел. А, брусчатку только и все. Самая хорошая служба была там, как рассказывают, да. У меня вон в части все старики из Германии там были.
Бывшая теща в Германии служила. И там бабла столько заработали, 3 квартиры в Боровке купили. Даже некоторых, когда Союз развалился, некоторых родственников в Средней Азии, которые там в пиздарез попали, очевидный, сюда перевезли. Сейчас эти родственники не общаются с ним. Практически. Вот такая вот хуйня. Вот такая вот хуйня. Чем больше там слышу всяких историй, да, что кто-то кому-то хорошее сделал. Блять. По итогу заканчивается так, что ты еще. Короче, ты что-то кому-то хорошее сделал, по итогу ты еще враг народа, да. Вот так вот, блять. Ну и делай кому хорошее теперь. Вот такая жопа. Сейчас 90 при Горбатом. Это предательство страны. Да. Да, и плюс еще за такое предательство никого еще не посадили. Не то, что не расстреляли, не посадили. Серега, здорово. У меня жена в ночь родилась. Тесть служил в ЗГ. 5-я армия. Ладно, можно было не размениваться. Он говорил, это был не вывод войск, а предательство Родины. Мы столько там оставили, это уже, да. Если в сутки 100 эшелон управлять, 5 лет ушло бы только еды. Да. Там оставили, блядь, столько, там просто пиздец. Там, блядь, оставили целые города. Целые города. Молчать, все такое, там пиздец. Самое смешное, что вот ты как страну не организовывай, да, на каком уровне, блядь, не организовывай, вот 1-2 поколения, да, там будет. Там придет поколение, которое все проебет. И все, блядь, вот, и вот как жить? Как жить? Вот как ты не надейся, да, там, допустим, политика там и все такое наладится, допустим, в России. Страна расцветет, пройдет 100 лет, все проебется. Да, ёбаный рот, заебали. Понимаю, если даже решили уходить, почему нельзя было это сделать нормально, чтобы вывести все. Но потому что, чтобы друзья на Западе не грустили, вот, максимально им подлезать. Вот, хотели стать своими, торговать бабки, иметь все такое. По итогу вокруг пальцев ввели 5. Опять, блядь. Я читал, кстати, об этом вопросе 9 мая, да, там почему... Там как-то деда подсветить, блядь. 7-го? Да. Ну, я сейчас подъеду ближе. Читал вопросы вот этих вот, связанных с 9 мая. Там немцы, короче, специально пошли, быстренько сдавались американцам, подписывали там капитуляцию, всякую хуету. Вот, и Сталин там по 10 раз говорил, типа, мы вас знаем, ублюдки. Вот так вот надо. Ну. 268. Блять, выехал с вертухи, пизданул. Мне еще СТБ дал. Не, мне пиздец, короче. Бля, я его не пробиваю, ёпта, там еще метро. Вот, короче, по 10 раз их заставлял там подписывать документы, вот так вот, в таком-то формате, вот так вот, потому что вы наебете, мы вас знаем. Мы вас знаем, вы наебете, блядь, наебете, сука. Ну, по итогу, единственный вывод, который может быть, это, блядь, надеяться только на самих себе. Самими собими, блядь, вставать. Не жевать сильно государство. Вот. И не надеяться, блядь, вообще ни на что. При том, что вещи такие очевидные. В России этого как будто бы, блядь, не понимает никто.
Вот, значит, стример из военных сразу тему обсуждения на политические темы. Неправильно, если ты не занимаешься политикой, политика занимается всеми. Единственный стример, на мой взгляд, абсолютно. Семен, привет, хорошего стрима. Виви, Илья, здорово. Здорово, главное не переходить рамки. Ну да. Хотя об этой политике начинай играть. Ну, кстати, да, это запизделся еще. Ну, честно говоря, ну ладно, да, я хуй не натворил. Я думаю, Ферги и Хикали как четко кинули. Ясен хуй. Фрезер, здорово. Там после развала Союза американская экономика получила то ли 2 триллиона рублей, этих долларов, что-то такое. То есть буст сумасшедший там на 10 лет вперед экономики. Просто пиздец, блин. Прихуел слегка, но... Потому что некий алкаш решил это сделать быстро в угоду Запада. Ну, проебали все. Я думаю, что это нормальная тема. Вон у французов тоже сколько было революций народных, где народ к власти приходил. Что по итогу? Ну, хуйня. Вот то, что у нас произошла контрреволюция, мне кажется, рано или поздно все равно произошла. Вот. Так что мы, наверное, не на том этапе истории, чтобы, как-то сказать... Ну, короче, еще лет 500 ждем. И там хуй его знает. Может быть, да. Может быть, станет пизже. Вот, а на наш век точно так же пизже не станет. Вот поэтому, ребята, надейтесь только на свой ЭС. И думайте только о своем ЭС. Иначе будет пизда. Иначе вашей жопой будет пользоваться кто-то еще. Это сугубо аполитичные мальчишки, не служившие. А большинство стримеров вообще ни о чем нихуя не знают. Мандикор сидит, бля. Большинство стримеров даже шутку шуткануть не могут, потому что, блядь, не способны. Я имею в виду популярных. Так, как сказал еще Бисмарк, революция разрабатывают гении, осуществляет фанатики, а ее плодами пользуются проходимцы. Да. Всякие идеологические вещи, типа даже тоже патриотизма, блядь. Ну, объективно говоря, конечно, здорово любить там страну свою, флаг и так далее, но, блядь, с другой стороны, патриотизм — это вещь, которая выгодна государству, а человеку это невыгодно. Вот мне, например, государство особо подачек не давало никогда. Все, что у меня есть, я сам добился. А кое-где государство даже пальцы в жопу вставляло. Да. Я, например, родился и оказался должен сразу же стране. Вот я, например, служить не хотел. Вот, нихуя ты должен. А за что, непонятно. То, что в детском саду я бесплатно отучился и образование получил школьное, ну, блядь, там, наверное, государству нужнее, да, чтобы у вас люди хотя бы писать и читать умели. В универ я сам поступил, за универ сам платил. Работу мне никто не искал, я сам искал. Вот, даже за еду, блядь, мать платила в 1 и в 3 классе, в остальном... отставить, государство платило в 1 и 3 классе, а так тебе сам плати. На ремонт класса сдавай, блядь. Ну, пиздец. Квартиру мне не подарили государство. Ну, где я должен? Соответственно, за что я должен... А потом я оказался должен стране. А еще должен быть патриотом. То есть я должен бескорыстно абсолютно любить страну и за нее жопу рвать. И мне... А взамен ничего не получу. Ну, разве это правильно? Нет. Вот, поэтому, мне кажется, патриотизм — это вещь такая, которая правильное воспитание, но на деле она конкретно человеку не нужна. Государству нужна, а человеку нет. Человек от этого только потеряет. Конкретно любой человек только потеряет патриотизм. Вот, грустно такое осознавать, но это так. Как сказал... Так, и не понял, как США смогли перейти на контракт, чтобы 1,5 миллиона привлечь, чем деньгами гражданцев. Ну, во-первых, и то, и то. Во-первых, у них сумасшедший бюджет. Не могут себе реально позволить контрактную армию.
Ну, понятное дело, что не просто так, там были большие военные реформы после Вьетнама. Вот, в отличие от некоторых стран, американцы усвоили все уроки Вьетнама, абсолютно все. Начиная от военного применения, да, там взаимодействия войск, управления и так далее, вооружения, и заканчивая даже всякими ментальными вопросами, потому что они туда заходили, не особо интересуясь культурой Вьетнама, заходили в Афганистан. Каждый, блядь, военный даже знал, как правильно общаться с афганистанцем. Все культурные понятия и так далее, как с ними взаимодействовать. Понимали там до мелочей всякие вещи. Вот, например, у тебя там часть стоит, да, рядом кишлак, где там есть старейшина какой-то. Вот, ты не можешь прийти и сказать там то, что вот мы там американские войска, да, договариваемся с вами то-то, то-то. Для них это вообще непонятно, они на более примитивном уровне жизни. Ты как военный, они с тобой конкретно договорятся. Ты конкретно можешь пообещать что-то им, они это поймут. Вот, а потом будет пересменка, и придет другой военный. Ну, типа, не может один, вот вы послали одного офицера, да, там должна быть ротация. Каждые, условно говоря, 3 месяца. Ну, это мало. И американцы и это усвоили, потому что в Афганистане была ротация сильно быстрая, типа, нельзя так делать. У них там хотя бы по году, по-моему, они... И то, год-то тоже дохуя. Ой, мало. Вот. Люди учитывали все ошибки, и свои, и чужие. Соответственно, с таким уровнем профессионализма можно и войска на контракт перевести. Да, потому что есть как там готовый командирский состав, у которого есть идеи и, блядь, мнения и воля для того, чтобы это совершить. Вот и перевели. Ну, понятное дело, я честно говоря, с деталями не знаком, а детали, которые знаю, я, может быть, слабо вспомню. Ну, это реально было сделать, они это сделали. Патриотизм — это как в Бога верить. Ну, вот типа того, да. Да. Ничего не имею против патриотизма, это правильная вещь, блядь. Да так же, как и вера. Вот как ты будешь пиздюк, как ты объяснишь пиздюку, который нихуя не понимает, то, что воровать это плохо. Да, и убивать это плохо. Вот. А то, что его какая-то неведомая сила накажет, то это уже поинтереснее. Это поинтереснее. О чем-то работа отвлекать. Да, обо всем подряд. И оплата для многих бедных негров. Это был шанс выйти. Да. И это и сейчас. Вот мексиканцу довольно-таки тяжело гражданство получить, а в войсках намного легче. Без государства жизнь общества невозможно. Можно предъявить претензии государства, но как организовать жизнь социума без организации принуждения? Государство именно такой орган. Ну, это реально так, конечно. Я с тобой полностью согласен. Я полностью согласен. Население должно любить свою страну, потому что если оно будет ненавидеть свою страну, да? Да, сзади ТРП. Очевидно, в случае Шухера они разъедутся через этот... Как его, блядь? Как этот... Блядь, не север, не южный вал, как это хуйня называется? Ну, короче, съебут со стороны. Да. Поэтому все это правильно. Нужно прививать патриотизм и так далее, любовь к стране, все это нужно прививать. Но по объективным критериям, да, я вот вам конкретно говорю, что это вам не нужно. Это вам не нужно. Патриотизм и все такое, это вам, блядь, не нужно. О, хорош. Ну, то, что государство о вас думает только тогда, когда ему выгодно. И все. Вот. А как организовать по-другому страну, да, согласен. Вот я бы, мне бы сказали, слышь, браток, давай организуй нам государство. Я бы, конечно, давил на это. Это же, блядь, как и во всем. Это же как и... Вот на работу все устраивались когда-нибудь, и вам говорят, у нас дружный коллектив, дружная команда, блядь. То есть они всеми силами, очевидно, уже последними пытаются вам привить, что на все заебись, вот, мы охуенные и так далее. На деле это не так, очевидно. Конечно, это надо делать.
Это то же самое, что вам бы сказали, что вот вам рекламу включают и говорят, что вот Ритона стирает, покупайте, копейки стоит, заебись. Ритон это удобно, любите и все такое. Я бы вам сказал, что да, Ритона заебись, но, блядь, не берите это дерьмо, нам не надо. А если бы мне сказали, продавай Ритону, я бы сидел бы и говорил, что да, Ритона стирает. Потому что как я еще продам эту хуйню? Вот такая вот хуета. Всем так, просто не подумай. Чтобы люди не думали туалетной бумаги. Верхний Ларс. Вот, через верхний Ларс, да. Нет патриотизма, через верхний Ларс, блядь, поедут. Наша точка сброса элиты страны, да. Да, ну то есть этот скот себя считает элитой, а в случае чего съебывает из кулит из-за кордона. Чтобы такой хуйни не было, да, действительно надо заниматься развитием страны, патриотизм и так далее. Причем, блядь, патриотизм, но мне кажется, он все-таки не должен быть, да, на пустом месте висеть. Одно дело, да, там у России величайшая история, ну и белорусов, да, там из-за России тоже такая же великая история, все дела. И по сути патриотизм-то держится в России сейчас только на великой истории и все. Нет же ничего такого, что вот у нас государство дает вам, блядь, все, что вы захотите. Достойную работу, достойную заработную плату, жилье там, ну пускай, допустим, дешевое жилье, да, там, я не говорю о том, чтобы дарить квартиры, такого, очевидно, уже не будет. Жилье, там, уровень жизни, все дела, блядь, каждому, в каждой, сука, дыре мы вам даем. И как бы такого нигде нету. Поэтому любите страну, потому что если проебем ее, то, блядь, будете жить в жопе. Но такого нету. Ну, то есть, государство дает столько же, сколько дали бы любой другой стране. Ничего особенного оно, ну, условно говоря, не дает. Ну, то есть, нечем Нет, я бы сказал, знаете как, нечем давить на то, чтобы вызывать чувства к стране. Вот, все, что есть, то, что уже давно проебано, и... Бля, вы там живете, нет? Какие-то ментальные вещи только остались. Ну, вроде живем. Но политология в мое время это основа. Блять, я интуицию проебал. Торг едет ко мне. Я не помогу. Вазик буянит наверху. Я фашу борд, этому тарту в борт дам, если что. Они... А ты можешь на торта? А, не можешь. Не могу я, блядь, меня со всех сторон ебут. Ой, хорош. Ко мне Яга приехала. Пиздец, чё. Ох, блядь, ох, ну я тут, конечно, не вывез бы уже. Всем. Мы имеем только одно настоящее гражданство, да. Это там пособие нихуя. Гражданство небесное, это уже оригинальность. У них Шлакдональдс, пища нищих, а у нас в месяц себе позволить. Это хорошо. Ну там, я вам так скажу, тоже не все заебись. Допустим, уровень жизни москвича, он действительно выше, чем в среднем уровень жителя, например, Парижа. Это реальный факт. Вот, есть, конечно, плюсы, и не так уж хуёво в России. Более того, там даже заебись. Там даже заебись. Вот. Вот такие вот дела. Что доказать надо, чтобы получить, да, и дают в целом копейки, чтобы бы лучше отца Тимохи обсуждать. Блять, отец Тимохи больше не приходит на стрим. Возможно, больше не придет.
Я думал его выманить, короче, оскорблениями, он не поддался. Но я, честно говоря, все-таки сомневаюсь. Мне кажется, возможно, пиздюк, но вот то, что он скобок написал, пиздюки такое не пишут. Возможно, это отец Тимохи. Мне, кстати, Тимоха зовут. Ну и все. Take my ass. Мария Фисталина. Тимоха бьет. А как никнейм у него переводит? Могу уверенно говорить, что это не мой отец. У них 2 чифа. У меня там столько тычек спиздили, это пиздец. Мария Фисталина. Может, попробую сразу за мельницу заехать. Я там отбор-то с чифами потерплю. Давай, давай. Да, убить со мной взводом. Мария Фисталина. Бля, ЛТ нету, охуеть. Шоткал уже прописали ему половинку. М. О, альфа хорошая. Вопрос года. 113 сильный. Сильный. Сильный стальной. Там М46 есть, братан, который. Пятый сейчас будет от рамсы. Бля, что-то не срослось. В чифа не стрелял 100 лет. Где-то там у него пиздюлька вот это есть. Блять, куда вот меня пробил, сука? А вон ты. Пизда, блядь, в мельницу, ты охуел совсем. Пиздец, блядь, как же ему везет, просто охуел. Можешь мне помочь тут? Давай подъеду сейчас. Бля, ебаный хуй. А что нормально, тут Базик человек уже будет помогать. Бля, огнемет просто охуел, чмо. Пиздец, блядь, в самый последний момент он под угол под пиздатый становится и все, сосон. Хорош.
Да, шуткаль может быть со стоковой башней, как так сосет жестко. Сейчас, блин, пушку не пускается. Бля, что они меня заебают, пизда, братан. Меня тоже, блядь, что-то выебли всего. Каждый, блядь, тычкой. Бля, в землю нахуй. Вообще не летит. Бля, все тычки в землю. Нормально, терпи, все будет нормик. Ротап попадает от меня, бля. Бля, хорошо тычка полетела. Наконец-то, блядь, я попал. Весь бой целил. Ебаные грязные. Да бля. На гусле чиф. Блядь, ну перетерпели, слушай. Я могу меня забрать, кстати. Прикола. Чиф КД. Хорош. Короче, чифа огнеметом доберут, не вылазь. У них рта еще живая. Там ФВХ на центре, вот попробуй ее посылать. Я там комменты, пацаны, проебал, извиняюсь. Изрядно причем проебал. Блять, в очко не пробил, М48 кумулил. А ББХ даже. Что за трек? Мария Магдалина, Сандра. Слейв живет. Слейв жил пиздец. Слейв жил пиздец. Но я поэтому поехал за мельниц, потому что там на этой модели можно жить конкретно. Отлично. Там на базе что-то не здраво все. Пробой снизу вверх, наверное, было. Хуесос на чифе, псевдит мельниц. Да ему еще везло, видели по КД, сука. Полным сиденьем кидаю в скос и в мельниц попадаю. Пидор! Зато, ладно, последняя тычка зашла нормально. У меня 6 ББшек осталось. Кто светит, блядь, его? М48, по идее. Но он, скорее всего, стоит вот здесь на пригорке, где кустик. Я сейчас прокатался, я не чекался. А, вон он, дерьмо. Я вкачу, зацелю это по еботу. Тут никого. Тут, короче, на пригорке никого. Почему всегда так токсичный танк проигрываешь, лох? Алешка. Ну это же крик души. Пизда. Это же крик души. Пересветил тебя? Там, походу, не месяц где-то близко стоит. Месяц, походу, да. Чупа-чуп, здорово. На Мураванке вчера 2.77 попался против стати 47% на 60 ТП. Он меня в маску пробил ББшкой. Я его никогда не мог пробить. Ну а только леопард сейчас может что-то насветить, блядь. Если он не тупой, блядь. Скилловик. Леопард по болоту едет, какой насветить, ты чё? Хотя... Опять смотрю в чат, сука, проебал все, что можно. Стандарт все еще здесь стоит.
Немезис вылез. Я, блядь, не знаю, как в него дать, если что. А, заебись. Слей хату. Слей хату, ты готов. Увеличить пенсию просто. Как раз, два, три. Копим на будущую пенсию до 10% от своей зарплаты. До 3% добавит государство. Пользуемся Копим на фистинг, Да, пацаны. если Яга снимет там на... дополнительностью на сайте. Ну да. А хотя она, блядь, далеко, Надя, этот, ты не в отрисовке. Да, я слышу, Проходи мне... вот так вот. Мне М48. Вот так вот. Ну да, кстати, вариант. Яга далеко. Да я, бля, буду на чифе 51 лишь, который тупо... Ну да, да. Что надо было делать? Переключить он на другого семена. Борку пихал Гатрус. Блять, я не знаю, я могу отсосать М48. Вот это дерьмо. Плюс арточка еще. Тащи, бляха, потом. Кстати, вот наша арта могла бы и помочь. Именно. Немезис так-то может еще приехать. Угу. Арта катается там. Рискуй, арта КД. Ну. Арта наша катается, блять. Дебил. Ну, пидор все-таки встретил. Сейчас не светись, нахуй, стой здесь просто. и всё. Я съебу назад. Вот тут. Едет Немезис. Ну ебать, у меня пушка не Блять, опускается. ты еще под воду заехал. Да, короче, у меня пушка не опускалась на него на жопу, и типа да, я еще под воду заехал. Ну, тайминг, конечно, пиздец, тоже интересный. Так, блять. Перекатить, что делать? Он на ровном месте хлебается. Стоял на своем. Танкисты так боятся взять и двинуть на другой фланг, откатить назад. Особенно, когда мобильность подряд. Но я бы на чифе, честно говоря, не ехал бы в эту позицию. Ну ладно, там был момент, когда мы проебывали, и типа ладно, он заехал. Он заехал, базара нет. Но вообще там выгоднее от башни стоять. Тем более одна арта. Я бы играл, старался бы от башни играть. Вот, блять, от борта, если бы я приехал сюда от борта танковать, меня выебли каждой тычкой. Каждый, блять. Ну, без компромиссов всяких. Если меня здесь от борта тоже прокидывали периодически. На чифе так точно. Вот я, как вы понимаете, плохо стрелял и не мог чифу засунуть. Ну, потому что он сильный, а я нет. Что он верит в Бога, я не верю. Такая вот хуйня. Сын взял Весту за 1,3 ляма по программе 130 тысяч по-старому. А копейка по-старому 530 тысяч, если все делить на 1000. Пиздец. И что получается, сколько он платит? Показать враговочку. ЭС моя грязная ЭС. Бля, прикольно победили все-таки. Ну хорошо. Я, братан, последнюю катку, это спасибо тебе большое. Давай, спасибо тебе. Короче, мы на этом кончим. Всех лабидап. Уважаемые танкисты. Вечером увидимся. 5 оклок, как говорится по-русски. Быстренько реданемся. Мария Фисталина. Давайте на Михалыча прыгнем, хуй с ним. Чувые кадры, битрейт показывает, нихуя себе. Раньше не показывала. Друзья, до вечера. Низкий поклон. Саня, спасибо за 15 косарей, охуеть. Это, блядь, невероятно. В 5 будет стрим, традиционно будет. Все, давайте.